лучше плану я почитал. Давайте так, если люди не занимают какую-то должность, там, даже вот, районной, областной, районной организации, то они просто не имеют права без согласования давать какие-то интервью, лезть куда-то в прессу с какими-то заявлениями. Позвоните хотя бы, узнайте, каково мнение вашего руководства. Мы договорились вот, с Александром Петровичем, значит, условия приема членов значит, в нашу партию решать коллегиально, а именно политсоветом. Как это происходит? Политсовет у нас собирается явочно не каждый день, поэтому мы договорились. Значит, набирается какое-то определенное количество людей, или там костяк собирается, там 4 из 7 человек. Значит, подписываем, остальных там обзваниваем, чтобы они потом до подписали. Вот таким вот образом включение происходит. Поэтому, ну, я не возражаю, девушка симпатичная, молодая, то есть молодые люди нам нужны в партии. Значит, но я думаю, что надо решение все равно за политсоветом. Может быть, стоит политисполкому рассмотреть какой-то ряд конкретных мероприятий, какую-то программу работы в течение года именно для членов партии. Глядя, как работают члены партии, будет народ заинтересовываться, да, и подтягиваться, то есть чтобы это были конкретные дела. Задача любой политической партии, оппозиционной, пропозиционной, центристской и так далее, борьба за политическую власть. Это записано в законе о политических партиях. Вся деятельность нашей партии, а также и других партий, если они действительно партии, должна быть направлена на участие в политической борьбе. В борьбе политической. Политическая борьба состоит в участии в чем? В выборах. Всех уровней. Местных, неместных и так далее. Если партия не участвует в политической борьбе, то это не партия, а общественное объединение. То есть общественная организация, которая собирается типа клуб по интересам. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите о мероприятиях, вы правильно говорите. Сейчас грядет самое важное для нашей партии мероприятие. И вся деятельность партии должна быть направлена на первое выдвижение кандидатов в депутаты во всех округах, где только мы можем, где у нас есть наши оргструктуры. То есть, если идет кандидат нашей партии, он может опираться в своей агитационной работе на оргструктуры партии в данном округе. Члены партии просто понятия не имеют о том, что такое справедливость. У нас партия труда и справедливости. Я внимательно изучал устав и программу. В программе даже о справедливости слова не сказано. Выдвигался у нас на председателя областного товарищ Петровский. Все проголосовали, ведомости представили, все. Потом вдруг ни с того ни с сего появились вы, вас отправили. Кто это решил? Политсовет или общее собрание? Я так до сих пор не понял. Просто были ведомости, были подписи, все было. Потом документы эти исчезли и стали вы. Значит, Я предложил ваш верхний какой-то товарищ с политсовета. Ну извините, там Геращенко приехал и сказал, а я вот так хочу. И все. Значит, горячую линию пока еще не решил, на какой именно телефон и как. Но, в принципе, то есть обозначить то, что мы, конечно, не исполнительная власть, любые вопросы мы не можем. Там, дорогу сделать или еще какой-то там вопрос решить. Но подать заявление, значит, обратиться там, помочь, если человек сам не может, где-то там нарушена справедливость. Мы в Полоцке на Полоцке это повсеместно решаем. Мы отжали вот шахматный клуб, можно сказать. То есть пытались его рейдерский захват осуществить. Мы человека там выселяли, который не пьет, не курит, там, ведет добропорядочный образ жизни, его пенсионеры собирались выселить, там сделали это. То есть, но это надо делать, наверное, повсеместно, чтобы на горячую линию приходили вопросы, и кто-то вот из нас мог решать. Иногда это просто решается обязательным письмом. Пишется там в исполком, в газету, на сайт, все. Вопросы там снимают, приходят, извиняются, даже самые моральные уроды, извините за выражение, там, приходят и кланяются в ноги, а зачем ты так сразу? Еще остался один важный вопрос, который мы сегодня тогда решили. У нас среди нас сегодня есть виновник один, который виноват перед нами, перед всеми. Юбилей у кого-то? Михаил Николаевич, у него исполнилось 62 года. Поздравляем! Принципиальности, которые вас в жизни преследуют, иногда мешает, но в принципе без нее никак, я так понимаю, что все равно. Поздравляю. Спасибо. Давайте. Спасибо.